Первое – это динамика, а диалектика – это потом. Что касается динамики, то ее надо рассматривать с начала истории возникновения и становления кыргызов и их предков. Что наука говорит на этот счет? Вот у меня это научная книга «Кыргыз тарыхы», автор Анвар Байтур. Он профессиональный историк с учеными степенями. Эта книга вышла в 1985 году, а в 2003 году ее перевели на кириллицу, на кыргызский язык. Кто переводил? Академики Плоских, Кокеев, Джунушалиев, Андашев и так далее. То есть это научная книга. Я просто здесь зачитаю один маленький абзац, и чтобы время не терять, она тут на кыргызском, а я зачитаю его перевод на русском. Что в этой книге сказано? На основе исторических материалов кыргызы являются одной из древних наций, будучи потомками первобытных людей, обитавших изначально в Западной Сибири, в верховьях реки Енисей, на Тянь-Шане и западных районах Средней Азии. По материалам археологических находок на этих территориях история предков кыргызского народа начинается в палеолите 300 тысяч лет назад, 14 страница. Обращаю внимание, 300 тысяч лет назад. При этом Анвар Байтур делает ссылку на какие источники. Известные академики, авторы Китайской Народной Республики Хилюнцзи, Ван Живай, даже страницу указывается. То есть это неоспоримые факты. Да. Второе веха, касающее начала возникновения и распространения кыргызов, это палеолингвистика. Я коротко остановлюсь. Речь возникла уже у гейдельбергских людей, затем она развилась у неандертальцев, и речь она возникла в связи с возможностью произношения гласных звуков и сочетания их с согласными. В кыргызском языке 78% слов являются односложными, то есть согласное, гласное, согласное. Да? В кыргызском языке нет мужского, женского, среднего рода, в кыргызском языке нет множественное число, потому что тогда еще счет не возник, и кыргызы множественное число передавали единственным числом. Это палеолингвистика. И что второй научный факт, вот у меня журнал, издан в 1992 году, Академия наук СССР. Это научный журнал, называется «История и культура Востока Азии». Здесь есть статья доктора исторических наук Ларичева о святилище Малая Медведица. О чем здесь речь? Речь идет здесь о изображениях звезд на скалах горы Каратол, на берегу реки Аксу, в урочище Сандык, нынешняя Хакасия. Вот эти изображения. То есть урочище Сандык, река Аксу, гора Каратол, топоним кыргызский без сомнения. Да. И эти изображения были сделаны, они начали 50 тысяч лет назад и непрерывно шли до эпохи Тагара, то есть до нашей эры. Да. Это обстоятельная статья. Он пишет тут о том, что полюс мира называется Теңир Түндүгү. Это не монгольское уродское слово, Теңир Түндүгү. И говорит о том, что наблюдение за звездным небом и фиксация звезд началась 50 тысяч лет назад. Кем? Нашими предками. Почему нашими предками? Потому что Хакасия, вот у меня карта 2005 года Хакасия, 99% названий рек, озер, они кыргызские, они не хакасские, они кыргызские. А вот карта Алтая, тоже 2005 года. Алтай более обширная территория. Здесь 60% топонимов, гидронимов кыргызские. Я не буду время отнимать, но я сам удивился, потому что Хансору, Джанколь, Джаманколь, Эльколь, Таштуколь, Теренколь и так далее, 48 озер на кыргызском языке. Да. А горы Чоловчат,
Çalkan, Üçölön, Türkü, Taşözöl, Uzungöl, Taşdeve. Неоспоримо кыргызские. Да. Значит, вот эта статья продолжилась в этой журнале. Называется «Каменный век Северной и Средневосточной Азии. Академия наук СССР», 1985 год. Здесь статья доктора исторических наук Варичева о лунном календаре, который был найден на Алтае. В Хакасии был найден. А здесь, в этой статье говорится, что 25 тысяч лет назад наши предки уже делали лунный календарь, изображая лунки, месяцы изображались лунками на каменных пластинах. Продолжение этих знаний сохранили кыргызы до 21 века. Вот 23 года непрерывно в Кыргызстане выпускается лунный календарь. Это макро-метеопрогноз на год вперед. Сегодня такой прогноз не могут делать ни в Японии, ни в России, ни в Иране, ни в Америке, ни в Англии, ни во Франции, ни в Германии. Такой прогноз делаем пока мы только. Почему мы делаем? Потому что мы сохранили знания наших предков. Кыргызы на кыргызском языке называли 41 созвездие. Допустим, медведица, кыргызы, это не аю, а это Четыген. Да, Четыген. Тараза, Жылдыз, ну и так далее. Не буду время у вас отнимать. Значит, лунный календарь, который был сделан 24 тысячи лет назад, там указаны новолуние, полнолуние, там указаны дни того. Что касается дней того, то это понятие сохранили до 21 века только кыргызы. Что она означает? Она означает потерю иммунитета в эти дни у всего живого. У всего живого. Поэтому не говорю уже о том, что погода резко портится. Вот 16 февраля погода испортилась до сих пор, а 16 февраля то август. Поэтому вот эти факты научные, неоспоримые, они говорят о становлении кыргызского народа, о том, какой путь прошли наши предки. Я перейду к неолитической, может быть даже так, я работаю сейчас над книгой «Цивилизации». Постнеолитические цивилизации — это Египет, Шумер, это Мохенджо-Даро, Харабская цивилизация. Но всем этим цивилизациям 5000 лет, 6000 лет максимум. До неолитической цивилизации сегодня в научном мире признана Алтайская цивилизация. И есть международное научное сообщество, называется алтаистика, ПИАК. Уже 62 года подряд, каждый год ученые со всего мира собираются и проводят недельную конференцию, обсуждая детали, хронологию алтайской цивилизации. Именно алтайская цивилизация, да. И это мы находим отражение уже в выступлениях известных президентов. Например, Путин в прошлом году официально на Большом собрании сказал, что Алтай является колыбелью тюркских народов. Это никогда до этого не произносилось. Почему он это сказал? Потому что он вынужден был сказать, так как 10 лет уже Хакасия признана археологической Меккой планетой. Там 51 тысяча объектов археологии взяты под охрану государства. Из них 22 тысячи федеральная охрана, остальные местные значения. Среди этих памятников имеется 18, которые на планете нигде нет. Нигде нет. И они принадлежат нашим предкам. И они дошли вот в лунный календарь. Такой прогноз, еще раз, недавно в Джоуар-Кенеше депутаты спрашивали, погода, там гидромет берет. Они говорят, а мы не можем делать долгосрочный прогноз. А мы, кыргызы, делали это давно. Это делали давно.
спускаясь сюда, шумерская цивилизация. Чья это цивилизация? Эта цивилизация в какой-то мере принадлежит кыргызам. Вот книга. Издана в Америке, в Сиэтле, в 2017 году. Она называется «Генезис тюркского языка». Здесь фотографии клинописи. Вот фотография клинописи на глине. Вот ее номер HI-145, потому что все таблички, они нумеруются и берется каталог. Что тут написано? Бир ары он алты ок барабар. На каком языке это? Да. Бир ары он алты ок барабар. Это двухтомник. Первый том я не принес, она еще объемнее, а это второй том. В связи с этим, вот книга тоже серьезная, «Язык письма Алджа Сулейменов». Эта книга издана 15 лет назад. Что тут интересного? Я не могу время вашим злоупотреблять, но Алджа Сулейманов пишет: «Шумер не ме». Это с шумерского языка переводится. Шумер, что это? Не мен, что это? Или ме – это я, мен. Мен – это ты. Это чьи слова? Или здесь есть изображение юрты. Да? Слово. Я удивился, он пишет латинское название золота ауру, а это с кыргызского слова ор. Потому что золото является тяжелым. В латынь перешли наши слова. В латынь. Это не я пишу, это Алджа Сулейманов пишет. Латинское название золота аурум. Аур тяжелый. Киргизское слово ор попало в казахский еще в первом значении. И потому ор это золотистая мазь на казахском языке. Что еще он пишет? Это очень интересно, конечно, потому что он посвятил 15 лет своей жизни написанию этой книги. Но это, скажем, язык. А вот книга американская. Она издана 1990 году она переведена, а издана в 1968 году. Эта книга называется «Древняя Месопотамия». Написали его Лео Оппенхейм, профессор Чикагского университета. Я просто один факт зачитаю. В Вавилонии у шумеров со времен Саргона Аккадского и до периода Хаммурапи имя царя писалось детерминативом «Тенгир» – «Бог», которым обозначались боги и различные предметы поклонения. То есть, а Саргон Аккадский родился в 2316 году до нашей эры и умер в 2261 году до нашей эры. То есть шумеры Бога уже признавали какого? Тенгира. Значит, наше тенгрианство там было принято, потому что вера в Бога является самой основоположной, самой основной верой. И вот тогда Богом назвали они Тенгира. Да. И вот книга, которая называется «Метаистория человечества». Сенсационное открытие ученых, поиск прародины человечества продолжается. Эта книга написана в 2010 году, она вышла. Вот я прочитаю абзац просто один. В эпической литературе шумеров есть упоминание о таинственной земле, лежащей в дальних краях, на востоке, за горными перевалами, где обитали боги шумерского народа. Шумерским раем было царство Аратта. Аратта состоит из двух слов. Ар – человек, Ата – отец. То есть земля, где покоятся предки шумеров. Это не я пишу. Да? Месопотамия Месопотамия ближневосточной предшествовала Месопотамия дальневосточная, обширная Колымо-Индигирское междуречье. Индигирка можно перевести как владычица богов, шумерский Тенгир. И еще здесь я короткую цитату сделаю. Шумерский народ возник в киргизских землях
на границе между длинноголовыми и древнейшими индоевропейцами и короткоголовыми туранцами. Спустившись с Алтайского склона и берегов реки Иртыш, они, обойдя южное побережье Каспийского склона, направились в Вавилонию. Выявленный томским этнографом профессором Телек шумерский миграционный след при Обье делает основательным предположение о том, что прародина шумеров располагалась в Сибири на Алтае. Гора Белуга, самая высокая, да, в этом Алтае, она раньше называлась не Белуга, она называлась Сумер. И люди вернулись с Сумера в Месопотамию, и они помнили о Сумере. В Великом Шумере все люди говорили на одном языке, жили в мире друг с другом, не было страха, не было зависти, ни один человек не соперничал с другим за власть и богатство, никто не нападал на соседа, никто не проливал крови. Великий Шумер, страна божественных законов, и соседние с ними земли Шубур, Хамаз и Ури, и лежащая далеко на западе страна Марту, жили в мире и согласии, не враждуя друг с другом, потому что все верили одному Богу Тенгиру. Ну, это объемная книга, поэтому здесь можно целые 2 дня вести беседу, да, на эту тему. И последнее, переходим ближе уже по истории к нашим временам. Вот у меня выписка. Очерки истории Агузов и туркмен Средней Азии. В 1969 году, 60 лет назад, она выпущена Академией наук Туркменской ССР, Институт истории имени Шебатырова. Что тут говорится? Здесь интересный. Достойно внимания и то обстоятельство, что в исследуемых материалах первородина Агузхана помещается в Таласе. Огузхан'ın кичи мекени Талас жерінде олар. А Огузхан когда жил? Теолог Молда говорит, что Огузхан жил 2800 лет до нашей эры. Сейчас единое мнение, что отцом Огузхана называли Алаш, это казахские материалы появились, а отцом Алаша был Монгол. 3000 лет до нашей эры. У него было много жен. Это был известный предводитель народа. У него было несколько жен, и одна из них была дочь персов. Вот одна из ветвь тюркских народов ведет от этой бабушки, которая была дочерью персов. Еще ближе сюда двигаюсь, и на этом заканчиваю. В 1227 году умер Чингисхан. Он наследство оставил Угадей. Угадей прожил 14 лет, умер в 1241 году. Жена Угадея, зная, что Чингисхан Ясу, скажем, не знал, он так сказал, что на трон может садиться только потомок Чингисхана. Но при условии, что его одобрит Курултай. Вот мы говорим о демократии. А вот где демократия? Жена Угадея, у нее было 4 жены, 4-я жена была кыргызка. Так пишет, англичане так пишут. Угадейдің 4-ші аяғы кыргыз болғанда. Зная, что авторитет Гююка, которого она хотела на трон, не очень, и она тянула 5 лет проведения Курултая. Курултай прошел в 1247 году, через год Гююк скончался. Неизвестно, то ли по болезни, то ли еще каким-нибудь. И в 1254 году проходит Курултай Монгольской империи. Где? На Иссык-Куле. На Иссык-Куле проходит Курултай, и назначают они Эльхана, выбирают, Ирана. Вот фотографии. Вот фотографии. Газан-хан в шатре дает пир знати. 7-й Ильхан государства Хулагудов. Правило с ноября 1295 по 1404 год. Старший сын Аргуна, внук Абаги. Провозглашен Ильханом на Курултае в Карабахе. Видите, колпак юта. Вот
еще один Ильхан. Восшествие на престол Абага-хана, Иран, 1265-1282. Второй Ильхан государства Хулагуидов пришел в Персию в 1256 году со своим отцом Хулагу. Это все миниатюры из книги Рашид ад-Дина. Вот обращение Газан-хана в ислам в 1295 году. Седьмой Ильхан государства Хулагудов. Джамуат Таварик Рашид ад-Дин. Миниатюра 16 века. Почему он принял ислам? Потому что все говорили, народ-то в исламе, а почему Ильхан не принимает ислам? И он вынужден был принять ислам. Да. Далее, вот книга «Чингисхан на берегу Сырдарьи». Проводит совещание с сыновьями. Все они в колпаке. Почему? Почему? Потому что после разгрома Хорезм-Шаха надо было решать, что дальше делать. Вот Улугбек, внук Тимура, сын Шахрука, внук Тамерлана. Он Бахай-Калпак, генерал в Колпаке и его ловчие, Мунишкурлиев, тоже в Колпаке. Это Абул-Каир-хан, он правил 40 лет. Нынешним Маверанахран, или же государство Чагатаев. Все в Колпаке. А это тронная церемония Осман Гази, 1281-1299 годы, был султаном Османской империи. Тронная церемония. Обратите внимание, справа от него стоят 4 генерала в колпаках. Вот краткие вехи, неоспоримые, это все никто не может опровергнуть, которые говорят, какой исторический путь прошли предки кыргызов, начиная с древнейших периодов. Кстати, в интернет зайдите и попросите, поищите цивилизация, культурные традиции Урала среднего палеолита. Это 300 тысяч лет назад. Там написано, культурная традиция среднего Урала разделена на два. Первое – это традиция Кызылджар. Это чье слово? Да. Красноярск. Да. И вторая культурная традиция, она названа Карышкинская. А Карышкин чье слово? Да. Это 300 лет назад. Урал. Это не только Алтай. Это Урал. Я заканчиваю, в завершение хочу что сказать. Дух кыргызов, он сложился 100-150 тысяч лет назад, уверенно можно сказать. И для него что характерно? В то время, кстати, топонимы, гидронимы кыргызов в Азии, в Европе, они только в горах и предгорьях. Ни одного топонима, гидронима на равнине мы не найдем. Значит, наши предки обитали в горах. А вот 16 февраля погода испортилась, Курдай. Это же небольшая гора, да? А она закрыта была. Вот 16-го закрыто было. А в Алае снег такой выпал, что лошади по горло в снегу. В ТикТоке много было фотографий. А что было в Казахстане? Это сейчас, в 21 веке, а 100 тысяч лет назад. В горах. Можно было выжить только при одном условии. Только социальное равенство и социогенез высшей марки, высшего уровня. Вот это начало кыргызского духа. Eline paydası yok, tirinin ölümü. Тирю жүріп, санды жоқ, өлгені менен көр де жүрсін. Это все сохранилось, правильно? Адам менен адам. Да. И вот сложился, тогда не было курения, не было алкоголя до неолита. Не было рассвоения, рабов не было тогда, власти не было тогда. А как люди жили? Люди жили в условиях самоуправления. Почему после развала СССР единственное в Кыргызстане 6-й президент сменился? Единственное в Кыргызстане.
Потому что кыргызы не приемлют несправедливость, не приемлют насилие. Это в генетическом плане для кыргызов не присуще. Да. Но кыргызы не могут найти дорогу в будущее, 30 лет суверенитета, и все мы ищем. А путь давно найден, он оставлен нам предками нашими. Вот на этот путь не надо идти. По закону Всевышнего все птицы, их 31 тысяч видов, каждый из них живет в своей среде. И рыбы живут, каждая рыба в своем. И по-другому жить не может. Харкравал чашак. Также и народы. Каждому народу Всевышний дал свой путь жизни. Мы 30 лет копируем Европу, хотим быть Швейцарией, хотим быть Турцией, Малайзией. Эй, дорогой, Кыргызстан боюнча келечек жок бизде. Кудай бана кыргызга манасты берген, комузду берген, кыргыякты берген. Мындай тарыхты кыргызга кудай гана берген да. Ушу тарыхты али кече биз элге жайып албай жатабыз. Вам большое спасибо. Вот с вашим приездом у нас появляется аудитория, появляется возможность озвучить. А наши историки полуграмотные, они 1000 лет добавили, говорят, мы добавили историю кыргызов на 1000 лет. Понимаете? И последнее, я заканчиваю. Дух кыргызов нужен, не только кыргызам, нужен человечеству. Вы знаете, что сейчас 6 обстоятельств сложились, которые говорят, что цивилизация может закончиться. Это первое. Какое обстоятельство? Это глобальный расизм. Вы знаете, 3000 триллион долларов владеет 10 семей одной этнической принадлежности. Да. И они уже 40 лет проводят политику сокращения численности на 6 миллиардов человек. И коронавирус, и СПИД, и все это. Эту политику реализует кто? Ватикан. Реализуют президенты стран многих. Реализуют CNN, BBC и так далее. Это страшная ситуация. Потому что они все решают деньгами. Деньги решают, кому быть президентом какой страны. Да. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Начало 12-тысячелетнего планетарной катастрофы, которая повторяется каждые 12 тысяч лет. Посмотрите, землетрясение в Алмате было. У нас землетрясение было. Вчера в Китае было землетрясение. А в столице Испании, в Мадриде, улица лопнула и лава пошла. Так что это второе обстоятельство. Третье обстоятельство. Никто не знает, как решать глобальные проблемы планеты. Никто. Ни одна религия, ни один академик, ни один лауреат Нобелевской премии. Это серьезная ситуация. И еще проблема. Это антропогенная нагрузка. 8 миллиардов. 8 миллиард адамның 7 миллиарды егерде айван мамиле кылса, жер байкуштан эмне кылат? Жер байкуштан эчтеке калбайт. И последнее обстоятельство, фактор времени. Потому что время сейчас решает и имеет решающую роль. Вовремя нерешенная проблема становится необратимой проблемой. Ну и последнее, это признанный наукой факт деградации человечества 10 тысяч лет назад. Умственное, физическое, генетическое и духовно-нравственное. Это неоспоримый факт. Адам хайван кылбагандыгын атат. Вот сводку криминальную смотришь, муж, отец изнасиловал дочь. Ей, слушай, это вообще в голову не входит. Это. Что нужно? Вот. И поэтому, как выйти человечеству из нынешнего тупика? А только так надо переходить на другую картину мира. Какую картину мира? Которую создали, сохранили и нам оставили наши предки. Это картина мира алтайских народов, это картина мира тюркских народов, это картина мира кыргызов. А как она звучит? Она звучит очень интересно. Эгерде итинес болсо бөлүнүн теңири бар. То есть теңир он равен. Или же чиркеге жан берген соң жоксуң, сен жанды ала албайсың. Жандунун баары адамга шерик. Все живое является спутником жизни. А кыргызы наши предки говорили, солнце дает лучи и тепло всем.
Независимо от расы, национальности, независимо адамсың ба, айвансың ба. Значит, это великий принцип Всевышнего – равенство, социальное равенство. И, конечно, выше всего природа. А человек уже 2 века объявил и ведет войну на уничтожение природы. Это добром не кончится, правда? Потому что я диалектику не буду, наверное, тут что скажет насчет диалектики. Кыргызский дух – это дух, который поддержан Всевышним. Почему 150 тысяч лет на планете было 18 планетарных катастроф? Это было и всемирные потопы, региональные потопы, это было столкновение с астероидами, это было извержение вулканов, это были ледниковые периоды. Кыргызың жоқ болып кеткен жоқ. Кыргызың жоқ болып кеткен жоқ. Кыргыз дүниеқор болған емес. Тоғда көшіп көрші, мен көремін қанша дүние шолтасын. Кыргыз дайымата адамды ең биік тұтқан адамның көңілін қалтырма деген. Адамның шағын сындырма деген. Көңілін қалтырмақ түгіл күндіз бычақтап кетіп отпай қазір. Неге тұрмышқа келді? Поэтому спасибо, что вы эту тему нам, спасибо, что вы активное участие в нем принимаете. Я думаю, жизнь и катастрофа планетарная на Земле заставит нас всех по-другому относиться и к истории, и к настоящему. И я думаю, когда человечество будет искать дорогу вперед, конечно, в этом впереди будут наши внуки, правнуки, и вы будете вы. А мы уже состарились, мне уже под 80. Ну, так что перед вами большая задача. Спасибо за внимание.